Во время своего знаменитого персидского похода маршрут императора Петра I проходил по Волге. Через Козьмодемьянск, Казань, Чебоксары, Свияжск. Особое внимание Петр уделил изучению булгарского городища. Вернувшись в Петербург, император решил снарядить экспедиции для поиска чудес. Так попутно начались первые научные исследования традиций и обрядов поволжских народов. Петр установил простой критерий отбора музейных ценностей, обозначив его немецким словом «кунст». Кто для нас Петр I? Для петербуржцев, для чувашей, живущих в Петербурге, чувашей, живущих в самой Чувашии и других регионов. Петр I – основатель Петербурга, он же основатель Российской академии наук, он же основатель Кунсткамеры. Он же является тем государственным лицом, который отправлял первые экспедиции по Волжье, собственно, в Сибирь через Поволжье. Это экспедиция Даниила Готлиба Мессершмитта. И после продолжительной беседы с немецким ученым молодым Петр дает ему задание собрать образцы природных естественных богатств, вот, уголь, то, что полезно, вот, растительные травы, то, что полезно для аптеки, допустим, все это собирать. Однако Даниил Мессершмитт оказался более таким старательным человеком. Во время следования экспедиции Даниил Мессершмитт тщательно собирал образцы одежд народов Поволжья. В путевом дневнике Мессершмитта есть рисунки, выполненные карандашом и акварелью, подписанные автором. Путешествие Мессершмитта стало исключительным по широте поставленных задач и по массе привезенного материала. Кунсткамера стала первым музеем-хранителем ценностей чувашской культуры. Вот эта тема чувашское наследие и музей антропологии и этнографии имени Петра I Российской академии наук, больше известным как Кунсткамера, имеет прямое отношение вот это к теме чувашского наследия. Это старейший музей не только в России, но и в мире. Основан в 1714 году, является матерью всех музеев. По инициативе Петра I наш музей был основой для образования Академии наук. Вот перед нами без привлечения гордость нашего музея. Эта рубаха была привезена из экспедиции Петром Семеном Палласом.
1000 она была ему или подарена, или приобретена, об этом у нас нет точных сведений, в 1768 году. Фактически нет никаких доводов говорить о том, что эта рубаха не чувашская. Затем вот эта рубаха послужила прообразом для многих художников. Из всех вещей, которые теперь хранятся в разных музеях, в Чебоксарах, там, Саратове, Самаре, эта рубаха является наиболее старой, первичной по сравнению с другими. Самые большие и ценные чувашские коллекции сейчас сосредоточены еще в 2 российских музеях. Основой чувашской темы Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге стали экспонаты Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, знакомого нам уже как Кунсткамера. Коллекции этнографического музея Санкт-Петербурга можно видеть и в Чувашском национальном музее. Музей чувашской вышивки в Чебоксарах уникален для России. Сегодня можно смело утверждать, что коллекции российских музеев, посвященные чувашской истории, превышают 10 тысяч единиц хранения. Большинство экспонатов – это рисунки, фотографии и, конечно, национальные костюмы. Костюм – это вселенная, которая с человеком, вместе с человеком, на человеке. То, что дает силы, то, что поддерживает его. Орнамент, он сплетается как бы с человеком посредством его одежды, фактически наносится не на кожу, а вот на рубаху, которая на плече человека, на теле человека. Вообще даже есть сказка такая у чувашей, сказка, которая так и называется «Кебе». «Кебе» – это рубаха. Вообще, а слово «кебе», мы знаем, это еще название, по-моему, божества сильного. Это есть миф такой, что как бы только с помощью орнамента, только с помощью этой рубахи «кебе» человек спасается от злых сил. Рядом у нас еще одна рубаха. Поступила к нам в музей в 1908 году. Эта рубаха, по сути, продолжает те же традиции, которые имелись в XVIII веке. Тот же раскрой. Те же цвета. Красные, белые, любимые цвета. И некоторые оранжевые, синенькие, очень редко зеленый. Вышивка повторяет в другом варианте, но те же элементы орнамента. Тот же древо жизни. Те же геометрические фигуры. Та же симметрия. Богато украшена грудная часть. Однако имеется некоторая интерпретация в виде аппликаций. Это уже новшество конца XIX, начала XX века. Улах. Улах – это такое слово, которое вызывает у некоторых смешки, у некоторых, может быть, почтение какое-то, у других сентиментальные воспоминания, даже у нашего поколения. А у чувашей это было место работы, общения, обмена опытом. Девушки угощали друг друга пивом, делились своими изделиями, показом своих изделий забавлялись. Приглашали туда и молодых женщин, тоже очень важно отметить, которые прошли какой-то уже этап и обучения, и как бы роста какого-то, творческого в том числе. И уже она уже показывала приемы вышивания, показывала цвета предпочтительные, нити. Тут же органично вплеталось и знакомство с юношами, которые приходили туда гурьбой, имея там свои подарки. Очень благородно, красиво. И начинались и шуточные песни, потом какие-то танцы, потом общие танцы. И вот такое общение
ненавязчивое, такое, я сказал бы, это клубное общение даже. Чувашские клубы такие были. Чувашским орнаментом, вообще вышивкой занимались только молодые исполнители. То есть девочки, начиная, ну, может, с 10, 12, 14 лет, которые уже знали, что их ожидает, то есть нужно выходить замуж. В отличие от баб, писал исследователь Иоганн Готлиб, девки носят платье попроще. Готлиб утверждал, что чуваши удержали, сохранили свое традиционное одеяние. Видимая простота чувашского будничного костюма порождает сложные общественные и научные споры, которые не утихают и по сей день. Эта фотография, многие говорят, Антон, ты его не показывай, даже стыдно, там девочки бедненькие и так далее. А я с удовольствием показываю, что вот, они босиком. Это не говорит, может, действительно нечего было одеть. Я сам, вот, допустим, первый класс пошел босиком. Примечательно на этой фотографии то, что эти девочки одеты совершенно бедно, имеют украшения. Украшения не простые, а из серебряных монет. Вот другая фотография этого же фотографа Вильям Каррика, значит, женщина, это с чувашским украшением, шульгемия называется, шульгемия. И нашейные тоже. Если оценивать вот это украшение, еще украшение пусть плюс на праздники одевает женщина хушпу богатыми серебряными украшениями. Если оценивать чисто материально, денежным выражением, это очень большая сумма. Вот мне вспоминается одна журнальная статья конца XIX века, где приводится факт, реальный факт о том, что у одной семьи сгорел весь дом, все хозяйство. На куче золей остались. Корова, другая живность, все сгорело. Они оказались на улице у кучи вот этой золы. Однако они сумели сохранить вот этот головной убор женщины, хушпу, с богатыми из чистого серебра украшениями. Они быстренько продали вот это хушпу, серебро всегда в цене, и смогли построить дом лучше, чем было. Все это говорит о том, что чувашская женщина никак не была в угнетении. Вот, например, жених и невеста. Жених, допустим, приезжал за невестой. Он, конечно, за него выбирали невесту. Невесту брали постарше жениха. Чаще всего она там на 7-8 лет старше была жена. Почему? Потому что в доме нужна была работница, которая могла все делать. А молодую возьми там, а жениха женили мальчиков там 18-20 лет, а иногда, может быть, и 15 лет. Ему 15 лет, а ей 27, допустим, да? И это было в порядке вещей. Стола как такового нету. В старину язычники, чуваши, вообще древние чуваши, до принятия христианства, язычники, христиане под звуки волынки давали имя новорожденному. Изгоняли злых духов, когда уже болезни начинались в доме, в избе, они изгоняли злых духов барабаном, вот барабаном и волынкой. 1937 год, нынешний Канашский район, тогдашний Шигазанский район, мастер игры на волынке на чувашском радио делает запись. Дудка от волынки, он мне нравится, вот эта дудка мне нравится потому, что в них на дудке имеется несколько отверстий,
которые позволяют манипулировать, вот, открывать, закрывать пальцами и извлекать вполне профессиональную музыку, Исключительно пронзительный звук чувашской волынки теперь в чувашских деревнях не услышать. Мое поколение и чуть постарше, они слышали, делали в домашних условиях из бычьего пузыря такие волынки, конечно. Единичные мастера еще сохранились, но они уходят или, можно сказать, даже ушли. Вот я помню, когда был ребенком, меня часто отвозили в дом моего деда по матери. Там жили две сестры моей матери. Ну, было такое радио проводное, как у всех. Тогда только-только провели его, это где-то в 60-м году. Мне было, наверное, лет 5. Они очень любили слушать радио, слушали спектакли, слушали народные песни. И вдруг начинает играть волынка, по-чувашски шабар. И вот когда этот шабар передают по радио, они тут же замолкали, они были, такое ощущение, что они были какие-то, вот загипнотизировались тут же, вот с такими открытыми глазами и с таким трепетом слушали вот эти звуки волынки, которые передавали по радио. Там, упаси Боже, их там в это время потревожить из конницы, говорят: тихо, 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 шабракалать, шабракалать. У нас же не говорят «играет», да, волынка, или там звучит, у нас говорят «шабракалать», «говорит». Когда-то, когда в 80-е годы, 84-5 годы, когда я начал этим заниматься, я очень увлекся этим. И действительно энергетикой, наверное, совпадал вот с этими древними волынщиками, с древними музыкантами. Ну, конечно, от моего пузыря, я на нем давно не играл. Мой пузырь лежал. Вот здесь пузырь был. Пузырь съели моли. Пузырь лопнул, остался только от пузыря игровое вот это называется вулли, шабар вулли. Вот. Я могу, конечно, без пузыря, без самого пузыря надувного сыграть, но это очень трудно, Постараюсь что-то показать. Из дневника географа Тобиаса Кёнгефельса мы остановились на несколько часов и приказали хозяйке чувашке приготовить нам 2 кур с капустой. Приятно было видеть, как ловка наша молодая хозяйка. Наш поручик сравнил ее с итальянкой. Такие черные у нее были волосы. Звали ее Сверка. Мужа звали Сардабей. У нее был сын по имени Чиминдей. Муж заплатил за нее 10 экю. Я же сказал ему, что она стоит 20 или даже 30. При этом он смеялся довольный. Когда считалось, что посредством музыкального инструмента музыкант говорил с Богом. Поэтому, вот, допустим, когда свадьба начинается, музыкант играет на волынке или на скрипке, не на всех инструментах, между прочим. По материалам, архивным материалам в основном это или скрипка, или волынка. Вместе с ними обязательно барабаны народные, парапан по-чувашски. И вот на этих инструментах играли на свадьбах музыканты. Музыкантов называли, кстати, в чувашской традиции, опять же, их, конечно, за глаза. Те, которые играют на свадьбах и на похоронах, их говорили, что они тугатмыш. То есть тугатмыш – это колдун. Называли колдунами. И вот заиграл музыкальный колдун на музыкальном инструменте, допустим, на свадьбе. Это значит, что появился звук волынки в этом доме, где вот
жениха, допустим, готовят ехать за невестой. И в этом доме, значит, поскольку заиграла волынка, значит, это колдун Тугатмаш как бы заговорил с Богом, связался с Богом. И в это место смотрит Бог, и он сакрализует вот это пространство, там, где происходит свадьба. Пространство жениха, а в доме невесты, где ждут жениха, там тоже волынка, своя волынка, свой колдун. Играет тоже наигрыш, невеста ездит по своим родственникам, прощается с ними до приезда жениха. Вот здесь такая картина с точки зрения современного обывателя не совсем приличная. Небольшой столик во дворе, и молодые, невеста и жених на коленях, положение коленного преклонения, получают благословение от родителей. Если сын провинился перед отцом, был такой обычай. Он должен был от двери до красного угла доползти буквально до отца, разуть ему ноги, поцеловать и просить прощения. На жениха одевают рубаху, вышитую как раз невестой, как символ уже передачи родовой энергии. Вот. Я слышал многое во время экспедиции, естественно, это есть и в литературе, что свадебные платья, прежде всего платья, использовались как похоронные. Когда люди умирали, считалось, что они уходят, в другой мир просто переходят. Они не уходят, они просто вот за оврагом кладбища, они живут там, а мы живые живем здесь. И их надо с почестями проводить. И провожали всегда с песнями. А во время похорон играли те же самые свадебные песни. Считалось, что мужчину поженят на том свете, а женщину замуж выдавали. И играли свадебные песни, танцевали, плясали. И причем надо было плясать всем, кто присутствует во время похорон, потому что если он плясать не будет, он умрет. Похоронили человека, на этом месте, на могиле огромный костер, и затем танцуют. И женщины, вы знаете, я вот обнаружил для себя интересную вещь. Одно из основных движений у женщины, вот так вот они ногами делают, вот так вот. Для чего они это делают? Такое ощущение, что они тушат угли на костре. На могиле они вот таким образом танцевали. Это очень... Я это наблюдал с детства, помню, как женщины таким образом танцевали, но у меня ощущение сейчас, вот я думаю, что это, скорее всего, что бы вы там ни говорили, а в любой хореографической традиции существует какое-то одно из основных движений. Или притопы, или еще вот это вот. Вот это вот движение ногами, да, это у женщин, это, скорее всего, я думаю, может быть, с похорон и осталось. Когда они, может быть, не с похорон, с этой зороастрийской традиции, когда нужно было угли тушить на могиле. Поэтому чувашская религия, она очень многослойна. Поэтому ее не назовешь просто язычеством. А во главе всего Бог Тура.
такая на савни, кажахиреш. Ашта такая на савне, кажахиреш. Икушунда на кошоль, аюхтараза. Мы можем только догадаться, по словам, что эта песня была для похороны покойников. После обеда хоронили. Здесь как раз говорится: «Милый, ты куда уходишь?» Уже солнце склонилось к вечеру. А потом вот эта песня уже превратилась в посиделочную песню. А сейчас эта песня вообще уже превратилась в эстрадную песню. Обряд сопровождает каждый трудовой день человека. Выходит на сев. Прежде чем выйти, надо дома помолиться, чтобы дождя не было во время сева, во время уборки. На месте также надо обратиться к божествам с тем, чтобы, как говорится в молениях, 7 видов зерна и 3 вида животных в доме водились. Да, дети были здоровы, да, дом расширялся численно. Те же, допустим, циклические обряды проводятся по природному календарю. Иначе говоря, не календарный обряд надо вести речь, а обрядовый календарь. Разница в том, что обрядовый календарь, он скользкий, скользящий. Допустим, мунгун, весенний мунгун, щимек, летнее поминание, кержари, осеннее пиво, допустим, они не происходят определенные календарные, настенные, по настенным календарям. Они происходят по природному, обрядовому календарю. Белье они сперва мочат дней 5-6 в корыте, засыпав сверху золой. Затем стирают, добавляя теплую воду по мере надобности. Каждую стираемую вещь трут золой. Для народов бассейна реки Черемшан повседневной пищей являлись щи, каша и пироги. Они также пользовались дарами рек и озер и занимались ловлей рыб. В XVIII веке члены экспедиции Лепехина заметили, что чувашские, мордовские и татарские деревни при Черемшане, в отличие от русских, построены не улицами, а кучею. Также в глаза бросались ограды, построенные из жердей вокруг селения. Ограды эти нужны для того, чтобы скотина без пастуха не могла выйти из деревни. Тут оранжевые цвета, немножко, наверное, выгорели, но все равно кажется, что это осенний лес. Вот желтый цвет немножко выгорел, стирали его многократно, скорее всего, потому что это как обрядовое полотенце, который висел, я помню, у бабушки на зеркале. Эти вещи достались мне от бабушек, от маминой и от папиной бабушки. То есть все, что было у них, мне досталось все. Кроме, конечно, серебряных вещей, которые у них были тоже. В своем творчестве я всегда стараюсь использовать их, так как это моя память о моих предках, бабушек, дедушек. Наверное, они там на небесах радуются, когда их вещами пользуемся мы, внуки. И они, наверное, радуются тому, что мы продолжаем их дело. Так, теперь
Выстроить целостную и однозначную систему традиций и верований чувашей невозможно, но можно выделить общие закономерности. Если чуть-чуть ярче, да? Уже как гармония. В руках шобор. Чувашский называется шобор. Это чувашская волынка. Но вообще чувашская волынка бывает двух видов, насколько мне известно. Это шобор и сорнай. Чем они отличаются? Шобор имеет два звука. Два основных звука, которые играются, меняет, то есть строит мелодию. Второй вид чувашской волынки, пузырь в свое время еще называли, это сорнай. Сорнай уже имеет три звука, то есть два аккомпанирует как бы, и один звук строит мелодию. Очень важную роль традиционные обряды верования играют сплочение народа, сплоченности. Вот я вспоминаю конкретный пример. Это было лет 30 назад в Самарской области. Я поехал туда экспедицию. Какое-то дождливое время попалось, начало июня хотя было. Поселился, а в соседях жила знахарка Херделедяка. Это афонькинские чуваши. Вот она сказала: завтра, четверг, или завтра выходим, или через 4 года. Так было решено, значит, провести завтра полевое моление «Удюк». Это самое значительное моление, которое проводится во благо всей деревни, всего народа, каждого дома, родни и так далее. Вот на следующий день, значит, до этого вечером собрали денежек, кто сколько дает, здесь не говорится, сколько кто дает. Колхоз дал, между прочим, теленка. Мои две старушки, где я жил, дали гуся, вот, барана. И народ, следующий день, 10 часов, я в окошко смотрю, дождик моросит. Вышла знахарка, люди увидели, что предводитель пошла в поле. Тут начали распахиваться ворота, выезжать телеги, кто с барашком, кто с крупой, кто другими продуктами. И все двинулись, вся деревня под моросящий дождь двинулась в поле на то место, где истори афонькинцы проводят полевое моление. Когда все это закончилось, я шел после всех, чтобы все увидеть, и пришла в голову мысль: ведь этот народ, который так сплоченно, без слов соблюдает свои традиции, этот народ невозможно рассорить. Один из таких примеров, который говорит о том, что традиционные обряды и верование своих божеств нужно для того, чтобы объединить народ, чтобы они почувствовали соплеменничество. Вот. Иначе не для того, чтобы провести обряд ради самого проведения. В нем содержится глубокий смысл единения, целеустремленности, вера в завтрашнее хорошее будущее, вера в то, что в семьях будет все ладно, деревня будет строиться, семьи будут множиться, хлеб уродиться.
Часто кажется, что этнографический мир традиций безвозвратно ушел в прошлое. Мы носим не домотканные, а синтетические ткани. Одеваемся не по традиции, а по моде. Едим импортные, за 3-9 морей привезенные продукты. И уж, конечно, менее всего склонны выполнять дедовские обряды и ритуалы. Но нормы поведения, этики, этикета, мораль межличностных отношений нельзя ни синтезировать, ни импортировать. И утеря традиционной культуры в этой области оборачивается бездуховностью, огрублением, духовным одичанием. Мен бахадыр бача жине бача хура дедери. Мен бахадыр бача жине бача хура дедери. Мен бахадыр бир жине хура дедери. Мен бахадыр бир жине хура дедери. Вот как-то в экспедиции по Ульяновской области мне удалось записать забавную легенду. Якобы на чувашей пришла жалоба Петру Первому, что они не уважают царя. Петр велел проверить. Приехали чиновники от царя, это деревню Чувашкасы Ульяновской области, вот, и Средний Алгашей. И велели объяснить, в чем же дело, почему вы не уважаете царя. Местное население попросило самую красивую девушку, нарядив ее в самую красивую чувашскую одежду, серебряными монетами на груди, и отправили Петру Первому объясниться. Принял Петр Первый чувашскую девушку и сказал: «Вы что, не уважаете царя?» «Нет», — ответила чувашская девушка, — «мы любим нашего царя. Посмотрите на мою грудь, там одни монеты с вашими фигурами». Посмотрел царь, ахнул и поцеловал сладкие уста чувашской девушки. Вот такие отношения между Петром Первым и чувашами.